Я принял ислам, принес домой Коран. И вместо того, чтобы моя жена, да, вот, например, да, вот, вспомните жизнь пророка Мухаммеда, саллаллаху алейхи вассалям, как было? Ну, пророк Мухаммед, саллаллаху алейхи вассалям, женился тоже на богатой женщине, на благословенной Хатидже, помните же, да? И что, когда пророк Мухаммед, саллаллаху алейхи вассалям, принес ислам и признался Хатидже об этом, что сделала благословенная Хатиджа? Она поддержала его, она приняла ислам и стала первой мусульманкой, женщиной на земле. А моя жена что сделала, бывшая? Выгнали они меня из дома, понимаете? Вместо того, чтобы наоборот принять ислам вместе со мной, читать намаз, да? И все финансы, я же до этого финансы, почему они так разволновались? Потому что я стал помогать старой мечети. Я вот ремонт вот этой мечети я делал. То есть на деньги наши общие с женой. А жена-то у меня богатая была. Так вот они посчитали, что это значит, я как бы транжирю чужие, значит, деньги. Понимаете? Ихние деньги. То есть мои деньги, они уже... То есть люди дуни. То есть они не думали об этом. А моя жена выбрала путь кафиров. Вместо того, чтобы выбрала бы путь, как благословенная Хатиджа, да? Первая жена пророка. Она же приняла, она все имущество отдала пророку Мухаммеду, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы он развивал на эти деньги ислам. А моя жена что сделала? Они меня выгнали, а потом еще психушку сажали за это. А теперь я когда правду говорю, видишь, не нравится им. Поэтому наоборот, распространяй мое видео, если ты мусульманин. И пусть все знают, как развивается ислам, как ущемляет нас мусульман. А я, кроме Аллаха, никого не боюсь. И смерти не боюсь, то, что вы там ходите, там пугаете других там террором. Со мной это не пройдет. Сразу убей и все. Вопрос короткий. Ну ладно, с вами был Ергали.